начал делать сейф для оружия. Сегодня обрезал материал. Толщина сейфа будет 3 мм. Вот пласты такие получается 40 на 20. Сегодня сделал только обрезку. Ну что, дверь мы закончили, заварили 3 навеса таких, 3 петли дверных. Замок все закрывается. Такая штучка, она такая получилась. Открывается, закрывается. Вроде нормально. Все, закрываем. Дальше будем уже делать ящик. Вот что уже у нас получилось. Полуфабрикат. Вот здесь уже приварил. Один косяк получился. Вот что-то все померял, вроде ровно, он такой, он как-то неровность получилась. Не знаю почему. Придется равнять, по-новому резать. Вроде все одинаково мерял. Что-то не получилось у меня. Терчением. Туговато геометрия. Эти проволоки уберу. Это когда прихватывал, закреплял угол 90 градусов, чтобы получилось. То, в принципе, все нормально. Открывается все. Сейчас будем дальше резать, варить. Обрезку сделали, все вроде ровно все стало. Все отлично. Это уже получается крышка, но блин. Обрезку сделали. Вот такая крышка получилась. Сидит нормально. Приварить. И все, нигде ничего не шатается. Вот такая крышка. Вот так будет смотреться. Еще варить, приварить остается. И сейф готов. Сейчас немножко буду варить. Смотрим, как там. Такой шоу получился. Для начинающих, именно для меня, вроде нормально. Вот тут точечно прихватывал, вот здесь, в нескольких местах. И здесь будем ложить сплошной шов.
что, смотрим, что получилось. Да, шлак подходит. Вообще отлично. Такой шовчик получается. И в воде нормально. Такой шов. Очень даже. Ни одной дырочки нету. И так будем продолжать. Сегодня буду заканчивать. Закончу уже этот сейф варить. Остается только крышка. Так. Ну утан где? Ну утан? Ну вот. Так, вроде все. Вроде все. Блин, кабель коротковатый. Там меньше надо кабель. 1,5 метра на ванну. 1,5 метра от силы. Ну раз. Тест пошел. Он как шлак даже отходит. Это значит ток нормальный. Варит нормально. Вот шел. Как у рыбы чешуя. Самому нравится. Все, сварка закончена. Начну немножко дошлифую. Немножко зашлифую и на этом заканчиваем. Можно сказать, уже почти готово. Вкратце хочу рассказать, на какую сумму у меня обошлось такой сейф. Сейф высотой 1,20 м, ширина 20 на 40. Сейф очень просторный получился, с 2 замками. Сюда влезет несколько оружий, боеприпасы, патроны. Варил сейф из
3-миллиметрового листа железного. Лист я брал где-то 2500. У меня ушло на этот сейф больше половины листа. Ну, скажем, вот, получается 1700. Дальше я истратил 9 кругов отрезных 125 миллиметров. Круги 25 рублей. Дальше, что еще? Электрод, тройка, 25 штук, 3 рубля штука. И еще осталось тут сделать полки для патронов и покраска. Я думаю, у меня этот сейф вышло на сумму 2500. Если округлить, может быть 3000. А в магазинах такой сейф, таким габаритом, высота, ширина, рублей 7-8 тысяч рублей стоит в магазинах. Ну что там, еще осталось тут покрасить, а в принципе все нормально. Закрывается хорошо. 2 замка. Все отлично. После покраски вообще будет идеально, как я думаю. Ну я вот что, поспешил, не очень заморачиваюсь на такие, скажем, цивильные, чтобы сделать. Петли наружные поставил. Это после покраски вроде нормально даже станет. И можно, конечно, и по-другому, получше сделать. Но мне лично нравится. Сам варил, вон, такой шоу получился. Красивый. Хоть сварщик, начинающий, сам учусь. Не знаю, темно здесь, наверное, получится у меня показывать. Ну, как-то так. Вот такой получился бюджетный вариант. Сейф для оружия. Все, начал красить. Крашу зеленым цветом. Очень красивая краска. Сейчас не знаю, как там цвет показывает фотоаппарат. Краска ржаво-стоп 3 в 1 по металлу. И сперва с внутренней стороны покрашу. Дальше снаружи, как высохнет снутри. Краска такая жиденькая, не очень густая. Хорошо мажет. И все будет красиво.